В формате круглого стола Детский фонд Абхазии презентовал пособие «Язык ненависти. Выявление и превенция». Участники мероприятия обсудили, что такое язык ненависти, как часто он используется и к чему приводит. Как выяснилось, язык ненависти или хейт присутствует во всех сферах нашей жизни, и им пользуются люди всех возрастов. В русском языке появились такие слова, как «они его хейтят», если вы слышали, или там «хейтеры» и так далее. Вот это «хейт» и есть английское слово «ненависть», которое, к сожалению, глубочайшему нашему сожалению, мы можем сказать, что наше абхазское общество без него тоже не обошлось. И об этом мы судим, и я думаю, вы все будете свидетели этому, судим по соцсетям, по тем выступлениям иногда, которые мы слышим от очень даже известнейших людей. Асида Ломия напомнила, что самое страшное, к чему может привести использование языка ненависти в средствах массовой информации, это геноцид и война. В 80-е годы, в конце 80-х годов, риторика ненависти, которая шла по грузинскому телевидению в отношении нашей Абхазии, она привела, как вы знаете, к тому, что произошла ужаснейшая кровопролитная война, на которой мы потеряли своих лучших братьев и сынов. И мы не хотели бы, чтобы это было частью нашей жизни, чтобы люди вот так относились друг к другу с ненавистью, с враждой. Межнациональная рознь, унижение женщин, агрессия в детских коллективах – это то, к чему в частности может привести язык ненависти. И начинается его использование еще со школьных лет. Саид Гизерда принимал участие в создании пособия «Язык ненависти. Выявление и превенция». Брошюры призваны научить понимать, что является хейтом, и предупреждать его. Наше пособие, оно предназначено для людей, которые работают с детьми. То есть у нас язык ненависти, он на разных уровнях, но то, что вы сейчас обсуждали, это в меньшей степени, хотя и тоже может быть как-то влияет и на детей, и на коммуникацию между детьми. Но у детей свой язык, своя сфера коммуникации, и там тоже есть язык ненависти, и мы не должны это игнорировать, потому что этот язык – это форма агрессии. Этот язык ненависти может привести к психологическим проблемам, может привести к физическим проблемам, может быть стать причиной суицида. Жертвой языка ненависти становится практически каждый человек. Критика этнического или социального происхождения, религии, пола, оскорблений из-за физических возможностей. Все это проявление языка ненависти. Учить не пользоваться им и не позволять использовать свой адрес. Умение фильтровать информацию в СМИ. Те навыки, которыми должны владеть все. Любая война, любой конфликт на земле, они являются следствием возникновения языка ненависти в обществе. И вот для меня очень важно, почему вообще я стала участвовать и работать в этом проекте, для меня очень важно, когда мы проводим тренинги или говорим на эту тему, показать каждому присутствующему, что это не что-то из разряда «это происходит не со мной», это то, что происходит с каждым из нас каждый день. И если начать внимательно к этому относиться, то иногда даже ужасаешься, как много этой ненависти вокруг каждого из нас. В круглом столе приняли участие сотрудники школ, психологи, депутаты, юристы, соцработники и журналисты. Каждый предложил свой комплекс мер, необходимых для противодействия распространению языка ненависти. Мариана Котова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.